Обнаружив пропажу вещей, мужчина незамедлительно обратился в полицию. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали безработного 35-летнего уроженца Мегино-Кангаласского района. Подозреваемый признал свою вину и пояснил, что похищенный, а именно телевизор, болгарку и шуруповерт, он сбыл, а полученные деньги в размере 4000 рублей потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», а хозяин квартиры впредь будет внимательно относиться к выбору знакомых. Якутские полицейские провели обыски в доме бывшего заместителя министра сельского хозяйства республики. В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере». Следствие установило, что в 2017 году замминистра сельского хозяйства получил взятку от предпринимателя в виде строительства для него частного дома стоимостью 500 тысяч рублей. За это чиновник гарантировал ему положительное решение при заключении контрактов на поставку строительных материалов для нужд сельского хозяйства республики. Подозреваемый задержан. В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. На этой неделе участковыми полицией выявлены 2 факта реализации алкогольной продукции в неустановленное время. Нарушения обнаружены в магазинах, расположенных на улице Красильникова и улице Богатырева. В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Также полицейские выявили бутлегера, который продавал спиртное с колес. Был задержан 31-летний безработный водитель автомобиля Toyota Corolla, который занимался доставкой алкоголя. А в баре «Пенный бочонок» полицейские зафиксировали факт продажи алкоголя несовершеннолетнему. 23-летний бармен не поинтересовался возрастом посетителя, не спросил документы, прежде чем продать пиво. В результате бармен привлечен к административной ответственности. В рамках оперативно-профилактической операции «Путина-2019» полицейские Булунского района на одном из участков побережья реки Лена обратили внимание на рыбаков. При осмотре моторной лодки были обнаружены незаконно добытые сибирские осетры, а также муксун, чир, омуль, сик и таймень. Осетров тут же выпустили обратно в реку. Остальная рыба была конфискована и направлена на экспертизу, по результатам которой возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биоресурсов с причинением крупного ущерба». Рыбакам грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей. Прокуратура Усть-Майского района в ходе мониторинга интернета выявила 9 ресурсов, предлагающих пользователям приобрести поддельные школьные аттестаты и дипломы о среднем и высшем образовании, а также медицинские справки различных форм прохождения медицинского обследования. За изготовление, сбыт и приобретение поддельных документов, представляющих право или освобождающих от обязанностей, предусмотрена уголовная ответственность. Учитывая, что размещенная на страницах интернет-сайтов информация может побудить граждан к противоправным действиям, прокуратура Усть-Майского района направила в суд административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и об ограничении доступа к ним. Суд удовлетворил заявление прокуроров в полном объеме. 25 сентября около часа ночи в пожарно-спасательную службу города Ленска поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на проспекте Строителей. Пожарные прибыли на место происшествия через 3 минуты после вызова и обнаружили возгорание в подъезде. Из дома эвакуировали 15 человек. В результате пожара огнем поврежден лестничный марш и стена в подъезде на общей площади 10 квадратных метров. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются. На ликвидации пожара работали 3 единицы техники и 12 человек личного состава. На этом наш выпуск подошел к концу. О развитии событий следите в следующих выпусках новостей. Всего вам доброго и будьте осторожны.